к Всевышнему. Казанский мэтр джаза Анатолий Василевский сегодня отмечает 75-летие в кругу друзей и единомышленников, это известные столичные гости, и в размышлениях об истории гонимого в эпоху Советского Союза музыкального стиля. Профессор Института культуры и искусств выучил мастерству импровизации большую группу музыкантов. Помолодел и возглавляемый им филармонический джаз-оркестр Татарстана. О музыке без возраста и врачующей силе джаза в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Это ВИА-68, то есть я с 67 по 70-й год работал в Ульяновской филармонии. Через эпоху вокально-инструментальных ансамблей 60-х, 70-х годов 20-го столетия прошли нынешние мэтры и монстры сцены. Джаз закалял и держал в тонусе, а посему возраст музыкантов-джазменов – понятие растяжимое. Примеры в истории джаза очень много, когда музыканты и руководители, и просто музыканты рядовые играли и до 80, и до 90 лет. Руководители оркестров просто каунтербейс вывозили на тележе, на коляске вывозили, когда уже он ходить не мог, и так далее. Анатолий Василевский пригласил в Казань своих друзей-единомышленников. Некоторые из них с удовольствием называют мэтра учителем. Известный казанский, а теперь московский музыкант Стас Колобанов о пользе совместного музицирования. Только начинал свой музыкальный путь, мне было 14 лет. Он оставался со мной после оркестра и учил меня обыгрывать джазовые гармонии на бас-гитаре, чего я делать не умел, и это все благодаря ему. И далее наши творческие пути очень тесно были связаны. Он был дирижером оркестра, в котором мы были ритм-секцией группы «Джайв». Увертюра Анатолия Кролла из бессмертной ленты «Мы из джаза» – это словно дорога назад в золотые годы развития советского джаза. Стенды, которые находятся в фойе филармонии, рассказывают историю не только самого Василевского, но и развития музыкального течения под названием джаз. Ему пришлось, конечно же, несладко. Наше поколение – это действительно поколение теплокровных людей, которые даже иногда не сотрудничая друг с другом практически, не выходя на одну сцену, все-таки испытывают огромное уважение, зная, каким трудом и какими порой, может быть, унижениями нам досталась вообще эта профессия джазового музыканта. Наследник биг-бендов Олега Лундстрома и Виктора Деринга Анатолий Василевский ведет свой корабль строго по течению. Все-таки поколение, выросшее на трофейных фильмах, никогда не свернет с однажды выбранного пути. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир». Через пару минут